вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». 33 персонажа. Персонаж 28. Олег Лундстрем, свихнувшийся на джазе. Фрагменты. В Казань Олег Лундстрем приехал в 1947 году. И не один, а вместе с членами музыкальной группы с их семьями. Почему выбор пал на Казань? В Москву и Ленинград попасть было трудно, даже невозможно. Советским специалистам, работавшим на КВЖД в Китае, органы относились с недоверием, но приезду в Казань не препятствовали. Позже в Казани он попытался перекладывать на джаз и татарскую музыку. Оркестр под управлением Олега Лундстрема уникален во многих отношениях. Его возглавлял старейший музыкант, больше никого из шанхайской группы уже нет в живых. Есть еще один почтенный коллектив в мире – оркестр Каунта Бейси, но он был создан на год позднее. Поэтому в 1994 году, когда отмечалось 60-летие джаз-бенда Олега Лундстрема, именно его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире непрерывно действующий джазовый оркестр. Еще одно достижение. В 1998 году он стал первым джазовым коллективом, выступавшим в Большом зале Московской консерватории. В последние годы оркестр исполнял инструментальную джазовую музыку. Через школу Лундстрема прошли известные певицы Алла Пугачева, Ирина Понаровская, Ирина Оттьева и другие.